Вот такой вот шедевр, который ранее не был учтен. Очередной уникальный артефакт. Ингушская команда археологов, совершая обходы в лесу, выявила древнюю водяную мельницу необычной формы. Она была обнаружена между селениями Тумги и Някост. До этого времени мельница не была известна науке и не включалась в список культурного наследия. Сооружение, по словам специалистов, хорошо сохранилось. В моей практике пока это единственная мельница, которая в таком хорошем состоянии. По пути к ней, когда у нас была информация, что она там находится, по пути к ней, там еще две полуразрушенные мельницы были. Они фактически находятся на одном уровне, там расстояние друг от друга там 30-50 метров. Объект имеет форму пятигранника. По словам исследователей, мельница была выстроена аккуратно, камни скреплены известковым раствором. Древнее сооружение сохранилось на всю высоту, имеет овальную форму, протяженность западно-восточной стороны 3 метра 20 сантиметров, северо-южной стены 2 метра 40 сантиметров, а крыша выложена из крупных плоских камней. Ученые также нашли 2 каменных жернова, которые должны приводить в движение вода реки Кехки. Кроме входного проема, на одной из стен было оставлено небольшое окошко. Оно могло служить для вентиляции. Предполагают, что водяная мельница ранее использовалась для помола зерна, что подтверждается наличием 2 каменных жерновов. Один из них сохранил свою первоначальную форму, второй раскололся на 2 части. Делаем размеры жерновы, понять объем. Схи их хин хайр халчи их волдание додж хитуаток бахалицен. Цигиче схи эйдан шалдеха ахугатш хина амухайхам. أحجاتش دجاسيانش خنتسن يقيرش ولداني مارك بواتش خيتش قدالي العدودش خنت نو دقاش ученый валиса ученый сара деки азо хат тохкуд. Еще одна ценная находка. Во время обхода заповедника археологи обнаружили кузнечную мастерскую. Она находится в юго-восточной части архитектурного комплекса Цизды, недалеко от Мяшхи. Кузница была пристроена к жилой башне. Сейчас она в полуразрушенном состоянии. На входном арочном камне жилой башни, где располагается кузня, имеется петроглиф в виде якоря. По мнению археологов, проводивших исследования в этих местах, особенностью кузнечных мастерских является то, что они располагались в жилых помещениях. То есть в связи с острым недостатком земли им не отводилась отдельная мастерская, а только часть жилой башни. Ученые и археологи получили уникальную возможность изучить и проанализировать артефакт, чтобы раскрыть его историческую и культурную значимость. Она стала первой выявленной наковальней в Ингушетии. Хотя кузницы, наверное, находились в каждом населенном пункте, но вот на данном этапе мы единственная кузница, которую внесли в реестр селения Цизды. Специалисты Жайраско-Асинского музея-заповедника регулярно ведут мониторинг территорий башенных комплексов. Исследования проводятся в рамках плана работы по выявлению ранее неучтенных памятников архитектуры. Они делают фотофиксацию этого объекта, производят обмеры этого памятника и устанавливают координаты, его точное месторасположение. Работа специалистов заповедника очень значима для народа, но довольно опасная. В ходе исследования указанных ранее неучтенных объектов культуры столкнулись с дикими животными. Мы наткнулись на медведицу вместе с 3 медвежатами. Буквально 5 метров от нас она находилась. По счастливой случайности она повернулась и ушла, потому что могла на нас напасть. Она издала грозный рык. Там несколько движений сделал в сторону нас, но нам повезло. Материалы об обнаруженных памятниках передали в Комитет государственной охраны региона. Оба объекта, водяную мельницу и кузнечную мастерскую, ожидает историко-культурная экспертиза. На эти объекты уже составлены заявления и поданы в Комитет охраны объектов культурного наследия. Наша работа по этим объектам уже завершена. Специалисты готовятся провести более детальные исследования артефактов с целью полностью раскрыть его историко-культурное значение. После проведения специального анализа они вносятся в перечень выявленных объектов культурного наследия Ингушетии. Специалисты так глубоко будут изучать эти вопросы, и на основании этой экспертизы будет дана оценка состояния, даты этих объектов и другие вопросы.
Только за последние 3 месяца работниками заповедника выявлено 29 ранее незарегистрированных памятников. Часть из них уже включена в список объектов культурного наследия. Также в регионе продолжается реализация долгосрочной программы развития горного района, рассчитанная на 20 лет. Она предполагает восстановление древних башенных комплексов, реставрацию коммуникаций. Диана Дударова, Хамзат Халухоев, Новости 24.